Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан дает праздничный концерт, посвященный наступающему Новому году. И одновременно этот концерт завершает наш масштабный третий зимний фестиваль. Я в прошлом году рассказывал вам, что в Вене с 1939 года существует прекрасная традиция играть целых 3 новогодних концерта. 2 подготовительных 30 и 31 декабря и 1, собственно, новогодний 1 января в 11 часов 15 минут утра. Я надеюсь, что и Уфа постепенно станет центром всемирного культурного притяжения. И в Уфе, спасибо, в Уфе тоже возникнет прекрасная традиция встречать непосредственно сам Новый год с музыкой, которая одухотворяет каждого человека. Сегодняшний наш концерт посвящен 2 гениям, которые ассоциируются у каждого человека на земле с праздником, фейерверком эмоций. Это Иоганн Штраус и Жак Оффенбах. Кстати, именно по совету Оффенбаха Штраус начал писать свои восхитительные оперетты. Сам же Оффенбах был автором более 100 феерических оперет. И продолжает нашу программу его знаменитая увертюра к оперетте «Герцогиня Герольдштайн».
Продолжит нашу программу блок из 3 сочинений великого Иоганна Штрауса, которого, как вы знаете, во всем мире называют король вальса. Его творчество просто впитало австрийский дух с его искренней, глубокой и давней любовью к танцу. Иоганн Штраус был автором 477 вальсов, кадрилей, полек, маршей. И в народе, в Австрии, его музыку, особенно его вальсы, называют даже патриотическими песнями, гимнами без слов. В своем творчестве он отразил самые лучшие черты австрийского характера, красоты родного края. И также, конечно, соединил и другие музыкальные культуры, в частности, музыку славянскую и музыку венгерскую. В этом сезоне Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан очень много исполнял по всем практически городам Башкирии, которые были доступны, знаменитую сюиту Шехерезада Римского-Корсакова, которая написана по мотивам сказок арабских «Тысячи и одной ночи». Сейчас мы представим вам эту тематику, поскольку мы так глубоко в нее были погружены, в звуках Иоганна Штрауса, и исполним его вальс, который он написал по мотивам собственной оперетты, которая, в свою очередь, написана по мотивам арабской сказки «Али Баба и 40 разбойников». Иоганн Штраус, вальс «Тысяча и одна ночь».
Следующее произведение не нуждается в большом количестве слов. Обратите внимание на ударную группу инструментов, они вот здесь находятся, которые являются главным действующим лицом в польке Иоганна Штрауса «Под громом и молнией». С 1856 по 1865 года Иоганн Штраус ежегодно гастролировал в Санкт-Петербурге и особенно много давал концертов на летних сезонах в Павловке, где исполнял не только свою музыку, он был блестящим дирижером, но и музыку русских композиторов. Как вы знаете, 7 декабря этого года у Национального симфонического оркестра произошло очень важное событие. Мы впервые сыграли в Большом концертном зале Санкт-Петербургской филармонии. Это один из ключевых залов мира. И я надеюсь, конечно, что эта традиция продолжится, что это было только началом. Конечно, чтобы выступать там, нужно поддерживать очень высокий мировой уровень. Но в любом случае наш концерт прошел прекрасно. И, конечно, очень не хотелось уезжать из этого прекрасного города. В связи с этим мы просто не могли не сыграть вальс, который Иоганн Штраус сам написал как воспоминание о Санкт-Петербурге. Это очень лирический, непривычно даже нежный для Штрауса такой возвышенный вальс, который называется «Прощание с Петербургом».
Это мой любимый вальс. Очень интересно, что Жак Оффенбах, музыка которого у большинства людей на планете ассоциируется с радостью, с весельем. Кажется, что его музыку нужно слушать для того, чтобы отдохнуть, как говорится, отвести душу, даже где-то развлечься. Но сам он самым главным считал для своей музыки введение в музыку острой сатиры и постановку острых политических вопросов, столь важных для Второй империи, в которой он тогда жил. То есть философский подтекст для Оффенбаха самого был не менее важен, чем для любого серьезного композитора, такого как Брамс или Малер. Однако, к большому несчастью самого Оффенбаха, его музыка настолько искрометна, настолько изобретательна, она опирается на французский народный фольклор, на народные танцы, что, конечно, в первую очередь она вызывает ощущение радости, даже скорее веселья, а уже во вторую или в десятую заставляет задуматься о столь важных для него общественной сатире и политике. Мы сейчас в продолжении нашего вечера исполним музыку Оффенбаха. Надо сказать, что это совершенно удивительный композитор, который соединил в себе искрометность россиневскую, огненный темперамент Вебера и, конечно же, потрясающий мелодический дар и легкость, свойственные только Моцарту. Именно поэтому уже при жизни Оффенбаха называли Моцарт Елисейских полей. В продолжении концерта увертюра к оперете Оффенбаха «Орфей в аду».
Знаменитейший вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае», который он написал в 1866 году, является одним из самых известных во всем мире музыкальных произведений. И он традиционно исполняется на бис на Венском новогоднем концерте, о котором я вам рассказывал, что сейчас сделаем и мы. Интересно, что сначала этот вальс Штраус написал для хора с оркестром, и премьера не имела никакого успеха. Публика очень холодно восприняла это произведение. Но годом спустя он представил премьеру чисто оркестрового варианта, который вы сейчас услышите, в Париже. И это исполнение имело грандиозный успех, и напечатанные ноты разошлись миллионным тиражом, что было беспрецедентным случаем для середины XIX века, и Штраус стал мировой знаменитостью. Очевидно, что эта музыка прекрасна, и она говорит сама за себя, не нуждается в лишних словах, но я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, какие глубокие благородство и внутренняя сила скрываются за этой, казалось бы, просто миловидной музыкой. В завершении нашего концертного вечера Иоганн Штраус «Вальс на прекрасном голубом Дунае».
Уважаемые дамы и господа, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Вы ж какие. Забрать хочет букет у меня. Забрать хочет букет он. Уважаемые дамы и господа, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы вас ждем на наших концертах в новом сезоне. У нас в честь Старого Нового года прекрасный концерт из музыки божественных Моцарта и Шуберта состоится в училище искусств. Мы вас приглашаем и еще раз поздравляем с наступающим праздником. Большое спасибо. Да.